Уважаемый Алмаз Кулубекович, зная ваш опыт в работе в Министерстве иностранных дел, поддерживаем этот законопроект. Это очень правильно, по принципу 60/120. Я так понял, вы сейчас хотите законом упорядочить пребывание иностранных граждан на территории Кыргызской Республики и обеспечить миграционный контроль. Вот ваше мнение, чем обусловлены такие поправки? И есть ли анализ, да, с какими целями прибывают сегодня иностранные граждане? Большое спасибо, уважаемый Карим Лемзарович, вы правильно отметили. Самая главная цель, которую преследует Министерство иностранных дел, это улучшение, повышение учета контроля над миграционными потоками, которые происходят сейчас в Кыргызстане. Это первое. Второе, я уже выше отмечал, что есть отдельные иностранные граждане, которые, скажем так, пользуются активно режимом, который у нас есть, либеральным. Находясь здесь на территории Кыргызстана 59 дней из 60, они выезжают за пределы Кыргызстана и снова заезжают. Это так называемый термин есть визаран. Тем самым обнуляют свою миграционную историю, заново въезжают и снова находятся 59 дней. И здесь многие из них осуществляют незаконную трудовую деятельность, осуществляют другие неправомочные действия. В этой связи мы хотим вывести из тени этих иностранных граждан, чтобы они могли в официальном порядке заезжать на территорию Кыргызстана, получать визу, получать разрешение на работу и платить соответствующие налоги. То есть мы преследуем те задачи, которые ставят перед нами руководство страны и Жогорку Кеңеш. Это мировая практика, эта практика существует фактически во всех странах мира. В этой связи мы хотим, чтобы вы поддержали наш законопроект. Спасибо. Спасибо. Алмаз Кулубекович, скажите, пожалуйста, есть ли данные, сколько иностранных граждан нарушили наше законодательство и совершили противоправные действия, и этим самым избегая оформления разрешительных документов? Да, эти данные есть. Например, за 2022 год было нарушение в миграционном законодательстве 7783, которые впоследствии, они все были приняты административные меры, были взысканы соответствующие штрафы, но имеется в виду это из-за того, что у нас есть очень либеральное законодательство. В этом связи мы хотим здесь улучшить контроль и учет над иностранными гражданами. Это даже не ужесточение, а больше, наверное, упорядочивание, да? Рахмат за информацию. Видите, 7 тысяч с лишним граждан – это огромная цифра, да, которая нарушает наше законодательство, избегая официального оформления. Вот какие разрешительные документы иностранный гражданин обязан будет получать для непрерывного долгосрочного пребывания на территории нашей республики? Самое главное, это если человек, иностранный гражданин, хочет осуществлять трудовую деятельность, то он должен обратиться в первую очередь сначала за визой в Министерство иностранных дел, за соответствующей категорией рабочая виза. Далее он обращается в Министерство труда, получает квоту на привлечение иностранной рабочей силы, получает разрешение на работу, и он может здесь находиться непрерывно до 1 года с правом последующего продления. Вот вы говорили про электронную визу, да, которую получает в аэропорту. В каких случаях могут не выдать, да, электронную визу и не получать? Как правило, если заявитель обращается за электронной визой, то он обращается это уже непосредственно у себя в стране через интернет, и ему уже сразу же поступает информация, получил ли он визу или нет. Если он получает отказ, то ему на электронную почту приходит соответствующее уведомление, что его виза отклонена. Что касается в аэропорту, то если этот гражданин проходит по каким-то нашим спискам, которым ограничен въезд, то, к сожалению, он не сможет к нам заехать, это в целях национальной безопасности. Вот были случаи, да, когда гражданин подавал на электронную визу, ему пришел отказ и без объяснения. А этот был инвестором, да, который хотел приехать и инвестировать в наше государство. И ему сказали, вы только можете подать повторно через год. Да, совершенно верно. Каждый случай нужно рассматривать, уважаемый Карим Лемжарович, индивидуально. Бывает так, что инвестор очень халатно подходит к заполнению своих анкет или не отвечает потом на
наш запрос дополнительный, где, возможно, бывает ответ за то, что он как бы не реагирует на наши как бы запросы, да? Поэтому, если у вас есть какие-то там индивидуальные какие-то вопросы, жалобы, то мы готовы рассмотреть отдельно. Рахмат, а вот если он в течение, ему говорят, да, нужно обращаться через год, как можно ускорить этот процесс, или ему обязательно нужно ждать год? Как да? раз в нашем законопроекте, который мы сегодня внесли, уважаемый Карим Лимзарович, мы сейчас снижаем этот порог с года до полугода с целью того, чтобы этот человек мог въехать пораньше на территорию Кыргызстана. Рахмат, вот следующий вопрос. Министерство цифровизации Кыргызской Республики предупреждает, что в случае принятия изменений могут возникнуть вопросы с регистрацией иностранных граждан. Вот какие могут быть сложности в этом случае? Минцифры о чем предупреждает? Здесь они исходят из того, что на первом этапе, возможно, будут какие-то сбои, но вместе с тем мы сейчас с Министерством цифрового развития совместно этот вопрос будем тоже рассматривать. То есть регистрация тоже сейчас будет переходить на электронный вариант. Иностранный гражданин уже нет необходимости приходить, условно говоря, в ЦОН. Он может уведомлять посредством электронной почты о своей регистрации. Да? То есть на первое время здесь речь идет об их опасениях на первых порах, когда будет работать новый этот режим. Рахмат, игилик сизге.